Ответы на вопросы 21 марта 2021 года. И я отвечу на 4 следующих вопроса. Первый. Почему в некоторых видео ты обращаешься к западной цивилизации? Второй вопрос. Ты не опасаешься откровенно говорить о Путине, национальном вопросе и тому подобное? Третий вопрос. Как вы прокомментируете слова Байдена о том, что Путин убийца, и реакцию Путина на эти слова? Четвертый вопрос. В Америке было рабство. В Америке почти полностью истребили индейцев. А ты говоришь о какой-то доброй западной цивилизации. Ну, четвертый это не вопрос, это утверждение. Я его тоже прокомментирую. Давайте начнем с самого начала. Почему в некоторых видео ты обращаешься к западной цивилизации? Вопрос номер 1. Если абстрагироваться от метафизики, то я могу обращаться к двум вещам. Первое – к западной цивилизации. Второе – к будущим поколениям башкирской нации. Все, больше никому я обращаться не могу. В этом существует огромная проблема. Да? Вот при этом нужно понимать, что западная цивилизация – это то, что реально сейчас существует. А башкирская нация, ее сейчас не существует, с моей точки зрения, а существует башкирский этнос. И поэтому я не могу обращаться к башкирской нации, так как ее нету. С моей точки зрения вообще нету никакой башкирской элиты. То, что я наблюдал, поведение вот этих вот людей, да, представителей башкирского этноса, я понял, что они не являются башкирской элитой. И с моей точки зрения башкирской элиты на текущий момент нету. И поэтому обращаться к башкирской элите, которой тупо не существует, я не могу. Нельзя обращаться к тому, чего не существует. Также я не могу обращаться к башкирской нации, как я говорил, так как ее нету. Поэтому я могу обращаться только к будущим поколениям башкирской нации, который в будущем возникнет. Да, вот. А если смотреть на то, что существует сейчас, то это только западная цивилизация. Да? Только западная цивилизация. Давайте сейчас про западную цивилизацию, потом про будущее поколение башкирской нации более подробно. Смотрите, почему я обращаюсь к западной цивилизации? Потому что в рамках западной цивилизации есть понятие мультикультурализма, есть понятие human rights, права человека, есть понятие indigenous communities, это, соответственно, коренные народы, есть понятие этноцида, лингвоцида и понятие о том, что этноцид и лингвоцид являются преступлениями. В рамках фашистских диктаторских режимов и фашистских государств этих понятий нету, тупо нету. Да? И поэтому обращаться вот в эти государства и в эти структуры, которые хотят вас ассимилировать, уничтожить ваши родные языки, это абсолютно бессмысленно. То есть, как можно обращаться к каким-то структурам какого-либо государства, которое хочет ваши родные языки уничтожить, да, хочет сделать из вас россиянцев, хочет уничтожить ваши родные языки, ассимилировать ваших детей и прочее, прочее. Это бессмысленно обращаться к ним. И вот давайте рассмотрим западную цивилизацию более подробно. Да? Что такое лингвоцид? Лингвоцид – это действие, направленное на уничтожение какого-то языка. Что такое этноцид? Этноцид – это действие, направленное на уничтожение какой-то идентичности, самосознания и так далее. И что мы видим? В государстве Российская Федерация, ввиду того, что ее лидер, бессменный последние 21 год, Владимир Путин, имеет соответствующие идеологические установки, происходит лингвоцид и этноцид коренных народов Российской Федерации. В частности, нету на соответствующих языках детских садиков, школ с соответствующим языком обучения, вузов с соответствующим языком обучения коренных народов России. Они тупо отсутствуют. Нету, либо есть в недостаточном количестве мультфильмы и фильмы на родных языках. На башкирском, удмуртском, марийском, чувашском, татарском, эрзянском, акшанском и прочих языках. Да? Прочих языках коренных народов Российской Федерации. Их тупо нет. Нету ЕГЭ на соответствующих родных языках. На башкирском, чувашском, удмуртском, марийском и прочих языках. ЕГЭ нету на родных языках. Они тупо отсутствуют. То есть задача данного государства уничтожить родные языки коренных народов России.
Также, как мы знаем, вот, персонаж Владимир Путин мечтает уничтожить национальные республики. В общем-то, и шаг за шагом он к этому движется. И, соответственно, нужно также что еще понимать? Нужно понимать, что вот эта вот политика называется этноцид и лингвоцид. И в рамках западной цивилизации, да, не только США, а вообще в целом западной цивилизации, в которую входит огромное количество разных государств, это является преступлениями. Это называется преступлениями. И за соответствующие преступления соответствующие лица несут соответствующую ответственность, чтобы было понимание, да? Вот, уважаемые зрители. Таким образом, вот я же человек, который думаю о будущей башкирской нации и других коренных народов Российской Федерации. И, соответственно, мне важно сохранение языков, башкирского языка и других языков коренных народов России. И наш стратегический союзник в этом, и как бы то, что нам может помочь, это западная цивилизация. Потому что в рамках западной цивилизации есть такое понятие, как права коренных народов, да, indigenous communities, вообще права человека, понятие мультикультурализма и так далее. Понятие этноцида, лингвоцида. А в рамках фашистских государств таких понятий нету. Например, в государстве Китай ущемляются права национальных меньшинств, уйгуров, тибетцев и прочих национальных меньшинств, да? И так далее. В рамках государства Российской Федерации происходит то же самое. Ну, как бы немножко в более мягкой форме, чем в случае с уйгурами. Но если посмотреть на тибетцев, то как бы и на прочие другие народы внутри Китая, то примерно то же самое. Вот. Соответственно, вот эти моменты нужно понимать. И поэтому я обращаюсь, в том числе и из-за этого, к западной цивилизации. Потому что данная западная цивилизация, она имеет рычаги воздействия на ситуацию. Это нужно понимать. Теперь, почему я также обращаюсь к будущим поколениям башкирской нации? Как я уже говорил, с моей точки зрения, никаких башкирских элит на текущий момент не существует. Второй момент. Никакой башкирской нации на текущий момент не существует. С моей точки зрения, существует башкирский этнос. И небольшое количество людей, которых можно назвать башкирскими националистами. Вот когда доля башкирских националистов в башкирском сообществе станет более значительной, вырастет в несколько раз, минимум в 10 раз, и вот тогда будет постепенный переход от этноса к нации. То есть мы из башкирского этноса перейдем в стадию башкирской нации, чтобы было понимание у вас, да? И вот в этот момент я смогу уже обращаться к башкирской нации. Сейчас я к башкирской нации обращаться не могу ввиду отсутствия таковой. То есть к башкирской элите обращаться я не могу ввиду отсутствия башкирской элиты. К башкирской нации сейчас я обращаться не могу ввиду отсутствия башкирской нации. К представителям башкирского этноса и вообще к башкирскому этносу я не имею желания обращаться ввиду того, что их реакция будет нулевой, либо во вред. Ну, то есть, как бы, если обращаться к представителям башкирского этноса, ну, от этого будет только вред башкирской нации, либо же будет просто нулевой эффект. Да, как бы. Обращаться к тем незначительным башкирским националистам я тоже не считаю нужным. Да? То есть, как бы, вас слишком мало, чтобы я к вам обращался. Как бы, да? То есть, вот, когда нас станет достаточно много, и мы будем, как бы, и наша доля в башкирском сообществе будет существенно выше людей с соответствующим менталитетом, то тогда можно будет уже говорить о том, что этнос постепенно переходит в стадию нации и со всеми вытекающими последствиями. Да? Сейчас я не вижу смысла к небольшой группе лиц, относительно небольшой, обращаться. Да? То есть, как бы, вот такой момент. Поэтому я когда апеллирую в своих видео, я апеллирую именно к западной цивилизации, раз, и апеллирую к будущим поколениям башкирской нации, два. И также это видео полезно тем, что в будущем будущие поколения башкирской нации смогут посмотреть это видео и вообще понять,
что к чему, как вообще развивалась история и прочее, прочее. И понять, почему Шамиль 21 марта 2021 года говорил, что нации нету, есть только этнос. Я надеюсь, они в будущем станут нацией, да, как бы, и вообще понять в целом всю эту ситуацию. Вот. То есть эти видео делаются в том числе для того, чтобы ускорить процесс становления башкирской нации. А башкирская нация, она, я абсолютно уверен, она возникнет. Она абсолютно точно возникнет. И, соответственно, мы будем видеть ситуацию, когда представители башкирского этноса постепенно, с трудом, скрежетом, ну, не все из них, да, но они станут потенциальными членами башкирской нации, а затем их доля будет достаточно высокой, чтобы уже можно было говорить, что башкиры в целом уже являются нацией, а не этносом. Вот как бы ответ на первый вопрос. Почему в некоторых видео я обращаюсь к западной цивилизации? Я обращаюсь либо к западной цивилизации, либо к будущим поколениям башкирской нации. Еще раз повторяю. Я думаю, в будущем, не в скором будущем, к сожалению, не в скором будущем, пройдет достаточно большое количество лет, прежде чем это произойдет, я уже буду обращаться к башкирской нации. Не к будущим поколениям башкирской нации, а именно к башкирской нации. Ну, как бы. Вот. Это вот ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос. Ты не опасаешься откровенно говорить о Путине, национальном вопросе и тому подобное? Немного опасаюсь. Немного опасаюсь, но, к сожалению, я обратил внимание, что мало кто об этом откровенно говорит. Я смотрел много видео на YouTube и прочее, прочее. Я не заметил большое количество людей, которые на эту тему много откровенно говорят. По поводу Путина много каналов, где там его критикуют и так далее, и так далее. По национальному вопросу, с точки зрения национальных меньшинств, чтобы кто-то выражал позицию, я, честно говоря, особо много их не увидел. Вот. То есть в этом плане я тут достаточно редкий экземпляр. Я вообще редкий экземпляр сам по себе, я сейчас объясню почему. Я башкирский либеральный националист. Да, то есть где вы найдете башкирского националиста, который вам честно говорит, что он башкирский националист? Да, как бы раз. И вы прекрасно понимаете, что основная часть так называемых башкир – это представители башкирского этноса. Они не являются потенциальными членами башкирской нации по менталитету. Да? Их менталитет такой, что они представители этноса. А я себя отношу к потенциальным членам башкирской нации. Ну, может быть, не скромно, но уж извините. То есть второй момент, да, то есть как бы я не представитель этноса, я потенциальный член башкирской нации. Третий момент связан с тем, что я либеральный националист. Либеральный националист. Да, то есть как бы вот, есть русские либеральные националисты, есть вот, среди татар есть, как бы, среди людей, имеющих татарскую идентичность, давайте правильно скажем, да, есть либеральные националисты. А среди башкир, вот я как бы, моя скромная персона, и еще тоже есть, как бы я не буду говорить, но их достаточно мало. То есть, чтобы были башкирские именно либеральные националисты, таких мало. Да, вот. Поэтому я достаточно такой редкий экземпляр, скажем так. Не единственный, да, то есть как бы в своем роде, но достаточно редкий башкирский либеральный националист. Прошу любить и жаловать. Вот, как бы это ответ на второй вопрос. То есть опасаюсь ли я говорить откровенно о Путине, национальном вопросе и так далее. Немножко опасаюсь, но как бы кто-то должен это говорить, поэтому я это и говорю. Третье. Как вы прокомментируете слова Байдена о том, что Путин убийца, и реакцию Путина на его слова? Вот смотрите, здесь такой момент. Во-первых, Байден не говорил, что он убийца. Он сказал «I do». Да, то есть как бы журналист его спросил, считаете ли вы, что Путин убийца? Байден ответил, да, считаю, типа I do. Да, как бы. Есть небольшая разница. Второй момент, он там проговорил про то, что Путин заплатит там какую-то цену, и высокую цену он заплатит, и это будет достаточно скоро. Вот примерно так говорил Байден.
И дальше там что-то было про ядерное оружие, там всякие договоры и так далее. Про сотрудничество в этой сфере. Реакция Путина какая была? Реакция Путина была такая, что он там начал про психологию говорить, там смысл примерно такой, кто обзывается, тот сам так и называется. И потом он в конце пожелал здоровья, намекая на возраст, наверное, Байдена. Вот что здесь нужно иметь в виду? Вот как мне прокомментировать слова Байдена? Ну, во-первых, слова Байдена заслуживают уважения. Это человек, который откровенно сказал, что он думает. Да, как бы. Вот одно дело я, то есть я блогер, там, я могу как-то говорить не дипломатично. Да? То есть если я был бы президентом, например, Башкортостана, да, там, или еще чего-то, я был бы более дипломатичным. А так как я блогер, я могу быть более откровенным и не сильно дипломатичным. А Байден это президент великого государства, и он, естественно, должен быть более дипломатичным, более сдержанным, и вот поэтому он не сам даже произносил, да, что Путин убийца, а он как бы говорил I do, то есть он сделал так, чтобы журналист его спросил, а он как бы сказал, что да, как бы, да, что он с этим согласен. Вот. Ну, это достаточно серьезная штука. Я считаю, что когда президент США вот, говорит такие вещи, это очень серьезная штука. Это очень серьезная штука. Это декларация о намерениях. Декларация о намерениях соответствующих. Другое дело, что с моей точки зрения режим Путина и политический режим в России, он достаточно устойчивый. И я не вижу механизмов, как быстро его можно убрать. Быстрых механизмов нет. То есть у Путина, в принципе, все под контролем. И, то есть при желании Путина он может достаточно некоторое время спокойно оставаться у власти и сохранять политический режим и так далее, с моей точки зрения. Может быть, люди из ЦРУ, там, из ФНБ, по-моему, называется, национальной безопасности, как-то так там вот есть. Я не помню, как это называется. В общем, из каких-то западных спецслужб, может быть, у них какие-то другие есть механизмы воздействия там и прочее, прочее. Я не знаю. Я же как бы не вхожу во все эти спецслужбы, в ГБУХ и так далее. Я так просто наблюдаю со стороны. Вот. В отличие от Трампа, на Байдена компромата нету у российских спецслужб, насколько я понял. Потому что на Трампа был компромат, где-то я читал, в виде его взаимоотношений с проститутками в Москве. В гостинице «Метрополь», по-моему, там вид сзади. Вот, вид сзади Трампа. Ну, это какой-то такой вот дополнительный компромат, как механизм, значит, воздействия на Трампа у Путина был. Якобы. Я не могу это подтвердить, я сам эту видеозапись не видел, как вы понимаете. Соответственно, Байден, я думаю, он настроен более серьезно, как бы вот в этих вопросах, чем Трамп. Настрой есть, но возможностей по-серьезному влиять, я не уверен, что они есть, как бы, да. Но в любом случае, тут нужно понимать, что это хорошо, что Байден так сказал. Он показал, что он за демократию, за западную цивилизацию. Также, я не помню, лично Байден или Конгресс американский. В общем, кто-то из Америки, там они все время говорят про права уйгуров в Китае и прочие разные моменты и так далее. То есть, вот они как бы хорошие. У них права коренных народов, indigenous communities, они против лингвоцида, против этноцида, да? И поэтому они поддерживают коренные народы во всем мире. И ценности западной демократии, права человека и так далее. И это хорошо. И это надо как бы знать, это нужно использовать. Да? И большее количество людей будет, соответственно, если об этом правильно понимать, они с большей степени будут лояльно относиться к западной цивилизации, потому что с моей точки зрения вообще, я, наверное, где-то в одном видео говорил, вот это прогресс. Вот когда человек идет, как бы развивается, государство развивается, да, они постепенно становятся частью западной цивилизации.
То есть регресс это когда какие-то государства стали частью западной цивилизации, нет такого, чтобы они вышли из западной цивилизации. Они стали западной цивилизацией, и все хорошо. Потому что есть эволюция. Да, из обезьяны в человека это эволюция. Из человека в обезьяну это деградация. И поэтому, когда какие-то новые государства, какие-то империи распадаются, какие-то новые государства появляются, и потом они входят в западную цивилизацию, там у них нормальная экономика, права человека, и все хорошо. Это эволюция от обезьяны к человеку, да? Чтобы было понимание. А если кто-то уже стал частью западной цивилизации, они уже обратно в диктатуру не скатываются. Да? Все, им не нужно это. Потому что никакой человек нормальный не захочет стать обезьяной. Понимаете? То есть человек не хочет быть обезьяной. Это обезьяна стремится стать человеком. Вот в чем проблема, вопрос. И поэтому я Путина с другой стороны тоже понимаю. То есть у него проблематичное государство ему досталось, империя бывшая, многонациональная, и поэтому он попытался хитрым ходом так всех ассимилировать в российскую нацию, заставить всех забыть родные языки. Закон о российской нации придумал через Тишкова и всякими хитрыми ФСБшными методами поубивать языковых активистов, блогеров разных, всякие методы ЕГЭ запретить, всякие, такие косвенные, такие хитрые методы, чтобы уничтожить родные языки. А интернет здесь мешает. На самом деле национальные меньшинства, они и коренные народы, они не умеют этим пользоваться просто по-нормальному. Они бы давно через интернет много чего могли бы сделать. И даже высказывание Путина, что интернет разрушает общество. Потому что когда люди начинают знать свою реальную историю, и прочие моменты, и видеть, как вообще живут в других странах, да, и прочее, и закон, который он принял по поводу лицензирования просветительской деятельности, и так далее, все становится понятно. То действительно, западная цивилизация побеждает, она в результате победит. Не скоро, не сейчас, не в ближайшее время, но она победит. И тут можно говорить то, что Байден идеологически победил Путина. Это однозначно. Потому что Байден это западная цивилизация, это западные ценности, это права человека. Это государство для человека, а не человек для государства. А Путин это, соответственно, все наоборот. Это человек для государства, это империя, это воровство, олигархат, это внедрение совка, образа мышления, запугивание мозгов, зомбирование, в общем, вымирание населения, отсутствие нормального экономического роста, коррумпированность, коррупция, олигархат и так далее, и так далее. Да, в общем, то, что идет вразрез вообще с нормальным развитием и так далее. Поэтому, как я могу прокомментировать слова Путина и слова Байдена? Байден молодец, он все правильно сказал. А с другой стороны, он, государство, западная цивилизация сейчас не имеет возможности поменять политический режим Путина, в ближайшем будущем совершенно точно не имеет. Реакция Путина, если бы я был Путиным и сделал бы все то, что сделал бы Путин до этого, в принципе, как я прореагирую? Я мог бы точно так же, как Путин, прореагировать. И мог бы вообще не реагировать, сказать, каждый имеет свою точку зрения, или кто обзывается, тот сам так называется, еще что-то, да. В принципе, примерно такая же реакция у меня была бы, как у Путина. То есть, это вообще не принципиально. То есть, власть держится на физической силе, ядерном оружии и прочих моментах, да. И можно вообще ничего не говорить. То есть, какая разница, какая-то видимость, для красоты можно что-то ответить, раз спрашивают. Примерно такая реакция. Но я должен обозначить, что я на стороне западной цивилизации, прав человека и так далее. И поэтому то, что Байден сказал, это абсолютно правильно. И Байден, еще раз, идеологически победил, и западная цивилизация все равно рано или поздно победит. Потому что эволюцию не остановить. Потому что человек, то есть идет развитие, да, то есть от обезьяны к человеку, а не назад.
когда какие-то фашистские государства, диктаторские режимы тянут назад, ну это плохо. Когда идет развитие вперед, это хорошо. Когда кто-то приземляется на Марс там, да, и другие планеты, это хорошо. Да, то есть как бы, это все человечество развивается и идет как бы, в нужном направлении и так далее. И когда где-то есть права человека там, и прочие моменты, и кто-то их защищает, по крайней мере пытается защитить, да, и так далее, это хорошо. И это очень хорошо, то, что Байден такие вещи сказал, и я очень благодарен Джо Байдену за это, и вообще в целом западной цивилизации. Вот. 4-й вопрос. В Америке было рабство. В Америке почти полностью истребили индейцев, а ты говоришь о какой-то доброй западной цивилизации. Ну, во-первых, понятие Америка и понятие западной цивилизации – это разные понятия. Западная цивилизация, как я уже говорил, включает в себя огромное количество стран, не только Америку. Я не хочу сейчас перечислять, там огромное количество. Вся Европа, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Турция, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и, возможно, я еще кого-то забыл. То есть, ну, в общем, огромное количество стран. Это западная цивилизация. Возможно, кто-то в Латинской Америке сейчас постепенно войдет туда. Дальше, что касается конкретно США, то есть вот про истребление индейцев. Вот прекрасный фильм есть «Апокалипсис». Это Мел Гибсон, режиссер. Там показано, как вообще шикарный фильм. То есть там индейцы бегают, друг друга убивают, там жертвоприношения. И в конце они видят, как Колумб приплыл, и они уже в последний момент решили друг друга не убивать, просто уйти. Да? Там даже фраза такая хорошая. «Я пошел искать новую жизнь», там один из них говорит, на каком-то своем родном языке. Вот. Ну, мы знаем там историю. Основная часть индейцев погибла от заболеваний, которые привезли европейцы, да, то есть как бы именно от заболеваний, которые они привезли. Там, и так далее, и так далее. То есть это был такой жесткий геноцид. Это действительно имело место. Но тут что нужно понимать? Тут нужно понимать, это то, что было давно. Это было в Средневековье. Это было очень давно. Это было 1472 год, по-моему, Колумб приплыл. Да? Это 500-550 лет назад. Вот. И мы прекрасно знаем в российскую историю тоже там. Вот, вспомним, что было в 20 веке. Депортация калмыков. 50% калмыков погибло. Сталин убил 50% калмыков, по сути. Депортация вот, других кавказских народов, крымских татар, там еще кого-то. Там огромные доли населения у них погибали. И в результате того, что депортация погибала больше, чем от Гитлера, да, вот у этих народов. Больше, чем от Гитлера погибло калмыков. То есть Сталин стал причиной гибели большего количества калмыков, чем Гитлер. Просто 50% населения убили у калмыков при депортации, по-моему. У башкир, соответственно, Солженицын писал о 58% погибших башкирах, сокращении численности башкир там, в результате Голодомора, участие в гражданской войне там, и так далее. Ну, более миллиона башкир. Там не все они на самом деле погибли, часть из них была записана татарами. Вот. Но, тем не менее, там доля была все равно огромная. И куча других. То есть это 20 век, чтобы было понимание. Это в 20 веке. А история с индейцами, это у нас 1472 год, потом там с ковбоями и так далее. То есть, но это уже не 20 век. Да? Это было раньше, до 20 века. Это раз. Второй момент. И мы понимаем, что нравы человеческие, они постепенно смягчаются. Да? То есть раньше изначально был геноцид вообще везде. Вот какое-то племя приходило, они там других убивали, насиловали, еще что-то там, да, рабство, работорговля, еще что-то. Как бы сейчас же у нас 21 век, чтобы было понимание. В 20 веке, даже в 20 веке, вот после Второй мировой войны, да, то есть как бы было не особо как бы, принято там геноциды устраивать, как бы, да, нехорошо как-то геноциды устраивать, скажем так, извиняюсь за как бы, то, что я говорю, но действительно так. То есть понятие права человека, это понятие, которое было введено в западной цивилизации, да? Понятие, значит, этноцида, лингвоцида там, и прочее.
И другие недоразвитые государства, они должны идти вслед за развитыми. Да? Вот в чем момент. Поэтому, да, действительно, в Америке почти полностью истребили индейцев, не полностью. Вот когда я был, там, по-моему, было около 10 миллионов индейцев лет, так, 2000, ну, лет 20 назад, там, по-моему, около 10 миллионов индейцев было в США. Сейчас, возможно, больше, я не знаю, там 300 с чем-то численность населения. Плюс там есть куча государств именно с индейцами. Инка, вот Инка, допустим, это, по-моему, Чили или Перу, то есть какое-то из этих государств. То есть там много разных племен, там они смешанные с... Вот, допустим, когда я был в Штатах, я общался с людьми, которые говорили на испанском, но еще знали язык инка. То есть это реальные индейцы, они песни слушали на испанском, Коразон, там вот это что-то такое. Вот. Соответственно, они испанский знали и свой родной язык инка. И, то есть они реально как бы существуют. Да? Вот я их видел. Нельзя сказать, что их полностью истребили, они живут в резервациях, возможно, там есть проблемы с алкоголизмом, еще что-то. У них есть законы, которые, вот если там, по-моему, открывать казино на их землях, еще что-то, они там не платят налоги и так далее. То есть есть какие-то такие моменты. И вот. И также нужно иметь в виду, что, допустим, с черными, да, вот с черным населением, которые были рабами. То есть вот их завезли в качестве рабов. Но давайте помнить о том, что все это дело давно закончилось. То есть сейчас там какое-то время назад было движение черных пантер, там было движение Black Lives Matter, то есть жизнь черных имеет значение и так далее, и так далее. И, соответственно, если мы говорим про современное американское государство, то там нету дискриминации, то, по крайней мере, там борются на государственном уровне с дискриминацией по расовому, по этническому признаку. Там реально борются с этой дискриминацией, и очень много людей, вне зависимости от расовых признаков, они добились успеха в жизни, они являются кинозвездами, там в спорте добились успеха и прочее, прочее, прочее. Да? То есть как бы куча таких моментов. А в государстве Российской Федерации мы имеем факты дискриминации по этническому признаку. Например, в Республике Башкортостан, если вы посмотрите на составы совета директоров компаний Башнефть, УМПО, БСК и прочих компаний, вы там практически не обнаружите представителей вида Homo sapiens с башкирской идентичностью, то есть которые являются башкирами. Вы их практически не обнаружите. Хотя башкиры составляют 30 с лишним процентов, на мой взгляд, в Республике Башкортостан. О чем это говорит? Ну, по-моему, это говорит о наличии дискриминации по этническому признаку, да, о неком колонизированном состоянии и прочих моментах. Вот. То есть я прошу заметить это, да, иметь в виду и так далее. Я думаю, что такая ситуация не только в Республике Башкортостан, но и в прочих республиках Российской Федерации тоже можно заметить и так далее. Поэтому в рамках западной цивилизации есть права человека. В рамках западной, кстати, вот еще такой момент. Мы же не говорим только про США. Да? Вот, например, сирийские беженцы. Да? Вопрос. Почему сирийские беженцы бегут в Европу? Почему они не бегут в Объединенные Арабские Эмираты или, допустим, в Саудовскую Аравию? Почему братья-арабы их не принимают? Видите, сирийские беженцы предпочитают убегать в Европу. То есть, чтобы вы как бы понимали, да? Вот им хочется в Европу убежать. Они не к арабским братьям, в Объединенные Арабские Эмираты, либо в Саудовскую Аравию убегают, а в Европу. Такой момент. В Европу, где больше прав человека и прочее, да? И выше социальные пособия там, и так далее, и так далее. То есть это, как бы, с гуманитарной точки зрения, это гораздо более развитые государства, которые, видите, даже несмотря на религиозные, этнические какие-то моменты, они относятся ко всем благодушно, хорошо, как бы уважительно и прочее.
Вот что нужно иметь в виду. Поэтому однозначно западная цивилизация – это прогресс, фашистские государства – это регресс. Однозначно мы видим Северную Корею, да? Мы видим Южную Корею. Один и тот же народ, корейцы. В одном месте западная цивилизация, Южная Корея, огромный ВВП на душу населения, огромная продолжительность жизни, все прекрасно, западная цивилизация, рыночная экономика и так далее. И мы видим Северную Корею. Ким Чен Ын, ядерное оружие, всех запугать, значит, ужасные условия жизни и прочее, прочее, прочее. Вот, собственно, самая хорошая картинка, которая все иллюстрирует. Поэтому вот как бы четвертый вопрос про то, что в Америке было рабство. Рабство вообще было много где, не только в Америке. Как бы, да, это вот ответ на вопрос. 1861 год, по-моему, отмена крепостного права в России. 1861 год. Крепостное право – это почти то же самое, что рабство. Если, может быть, даже, я не могу сказать, что более жесткое, менее жесткое, чем рабство. Это неоднозначное суждение будет, да? Но вот в государство российское в 1861 году отменили рабство. Рабство белых людей. Крепостные крестьяне вот эти, да, вот основная часть, давайте не буду говорить основная, значительная часть представителей русского этноса, русской нации, это потомки крепостных крестьян. Ну, это просто факт, как бы, да. И вот, возможно, арабский менталитет тоже как-то с этим связан. То, что я где-то видел исследование, то, что протестная активность в местах, где казаки раньше жили, там она выше, там Урал, там Сибирь, там еще что-то, а там, где вот было крепостное право, там меньше, там, где были крепостные крестьяне. Среди русских имеется в виду. Это я давно читал, я не знаю, правда это или нет. Не про города речь, потому что в города, вот в крупные города, там туда съезжаются люди с разных мест, там в Москву съезжаются и так далее. То есть, да, как бы не про Москву речь, а именно про вот какие-то такие более мелкие областные центры, может быть, какие-то мелкие города, деревни и так далее. Вот там, где было крепостное право, менталитет людей, и там, где не было крепостного права, возможно, есть как бы следствие вот этого крепостного права и в менталитете современном у русских. Да, как бы у тех, кто там живет, и у тех, кто живет в других местах. А, допустим, про черных рабов в Америке есть хороший фильм, называется «Мандерлей». Называется «Мандерлей». Это как раз о том, что вот людей освободили от рабства, а менталитет у них не поменялся. У них рабский менталитет. И, в общем, это сложная такая история. И про рабский менталитет я сейчас не готов, это нужно отдельное видео на эту тему снимать. И рабский менталитет имеется и, к сожалению, у советских людей, у значительного числа, которые боятся всего, опасаются там, и прочих разных моментов. И это быстро не преодолевается. Это быстро не преодолевается. Да? Это вопрос поколенческий, мировоззренческий, вопрос смены поколений, ценностей и так далее, и так далее. То есть человек, который будет об этом говорить, вот в этом обществе, он будет белой вороной, как бы, да, то есть большинство будет как бы молчать, а человек, который будет относительно свободным, он будет белой вороной, как бы, мы на текущий момент имеем такую ситуацию. В Москве там ситуация по-другому, там больше внутренне свободных людей в Москве, чем в Уфе на текущий момент. Вот, там вообще общество в Москве, оно более либерально, чем в Уфе на текущий момент, это нужно понимать. Но в целом, вот, ладно. Это вот я на четвертый пункт, наверное, я считаю, ответил. То есть там вопроса не было, там было сказано, что в Америке было рабство там, и прочее, прочее. Вот я ответил, что оно было, но сейчас его нету, и его уже давно нету. И сейчас уже много-много лет вот идет обратное движение, да, то есть соблюдение прав всех сообществ, и там социальное государство, там высокие пособия
в том числе по безработице, пособия по связанных вот с коронавирусом тоже высокие платили и прочее, да, моменты. Вот, как бы. И, допустим, раньше, вот в советское время, коммунистическая партия говорила про некий интернационал. То есть они пытались такую, значит, пропаганду вести, что вот они за интернационал, за дружбу народов и прочие моменты. А сейчас получается, что в связи с тем, как в западной цивилизации относятся к мультикультурализму и к национальным меньшинствам и к indigenous communities, и как относятся к ним в Российской Федерации, это не в пользу Российской Федерации, не в пользу нынешнего политического путинского режима. Это вот серьезное упущение у Путина, да, он как бы такой серьезный промах, скажем так. Я бы на его месте вернул бы все. Вот если бы я был Путиным, я бы все вернул бы. То есть вот я бы сказал бы, что это было ошибочное решение 2017 года об образовании, там, об отмене образования на родных языках, этого закона, да, о том, что нет ЕГЭ там, на родных языках коренных народов России, о том, что у нас нет вузов, там, о том, что можно разворовывать деньги, чтобы не было фильмов и мультфильмов на родных языках, на башкирском, там, на удмуртском, на марийском и так далее. Вот всякие ФСБшные приемчики, чтобы все это уничтожить, ликвидировать и так далее. Это все, как бы, ну, скажем так, немножко глупо. Немножко глупо, это я очень мягко выразился. Вот, я бы на самом деле вернул бы. Если бы я был Путиным, я бы признал бы ошибку и вернул бы. Может быть, как бы, ну, так в открытую не признавал бы ошибку, а просто вернул бы. Вот. Вот примерно я так думаю. Потому что сейчас уже всем будет видно и всем уже очевидно, что в плане соблюдения прав человека, indigenous communities, коренных народов, западная цивилизация ушла на несколько шагов вперед, и это вот в данном государстве никому не снилось. И у них пропаганда вся ломается, потому что они якобы боролись с фашизмом, Великая Отечественная война, против Гитлера, против фашиста Гитлера. Но если вы с фашизмом боролись, вы же тогда не должны поддерживать сами фашизм. Да? А этноцид и лингвоцид – это, по сути, есть фашизм, потому что уничтожение происходит не с помощью уничтожения генов, да, конкретных людей, когда солдат убивают, а с помощью уничтожения у соответствующих людей их языка и их идентичности, что есть то же самое, что фашизм. Потому что вот, когда представитель русского этноса взаимодействует с представителем, допустим, коми этноса, корейского этноса, удмуртского этноса, да, чаще всего происходит русификация, то есть уменьшение численности удмуртов, карелов, коми, потому что они забывают свой родной язык, они при смешанных браках чаще всего выбирают русскую идентичность, и их число постепенно снижается у финно-угорских народов. Хотя при этом сами русские этнически во многом состоят из этих самых финно-угорских народов. Да? То есть они, по сути, уничтожают тех, из кого они сами состоят. Вот как бы что происходит. И у многих русских националистов есть такое понятие комплементарные народы, некомплементарные народы. Так, кавказцев они считают некомплементарными народами, потому что их сложно ассимилировать с точки зрения вот этих русских националистов. А финно-угорские народы комплементарны с их точки зрения. Ну и вот, как это сказать-то, вот политика российской нации там, и прочее, она не ведет к тому, что ассимилируются в русских, в российскую нацию кавказские народы. Да? Она ведет просто к тому, что уменьшается численность финно-угорских народов за счет их ассимиляции в русских, в ну, либо в российскую нацию, если они не будут противостоять ассимиляции. Вот, собственно, что происходит. Как бы, даже с точки зрения русских националистов это не совсем правильно. Вот. Поэтому вот эти моменты нужно правильно понимать. А в обществе никто на эту тему не говорит, это как тема табу. Да, это очень важная тема, но там все время трындеж, типа многонациональный народ или многонародная нация, там вот что-то общность, тра-ля-ля, там вот это все напридумывают, российскую нацию и так далее. То есть это все для запудрения мозгов, чтобы люди не задумывались там про свою национальность, постепенно забыли родные языки, всех их ассимилировать и прочее. Вот как бы, да, вот такая примерно политика проводится. Ну, я же говорил, что это глупо. То есть это достаточно глупо, и
И вот даже с помощью киллеров с новичком этот вопрос не решить. Вот я просто же говорю, я наблюдаю, как финно-угорские народы, у них огромное количество телеграм-каналов сейчас появилось, и у них растет количество подписчиков в этих телеграм-каналах. Все, они ушли в тень, и их сейчас уже не вычислить. Да? То есть ГБУшечка их не сможет вычислять и там что-то с ними делать. Как бы такой момент есть. Вот. Это вот ответ на 4-й пункт. Я уже говорю где-то 45 минут с половиной. Задавайте еще вопросы, если они у вас есть. Контакты мои, куда вы можете их прислать, в том числе анонимно, вы можете задавать свои вопросы, да, в описании к данному видео. Спасибо большое за внимание. До свидания.